Добрый день. Сегодня постараюсь ответить на вопрос, являются ли акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания», муниципальное предприятие «Управляющая компания ЖКХ», муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» и «Каналсеть», ООО МВК «Экоцентр» исполнителями коммунальных услуг. Вопрос многим покажется странным. Так и тянет ответить на него. Конечно. А то с чего бы МПУК ЖКХ в конце каждой своей квитанции в ячейке «Исполнитель услуг» после двоеточия дублировал свое название и реквизиты, указанные в начале извещения. Да и в едином платежном документе МУП «Водоканал» и «Каналсеть» в разделе «Платежный документ, счет» после своих наименований получателей платежа указывают свои же реквизиты поставщика исполнителя услуг. А вот Канашское МРО АО ЧСК и в извещении, и в квитанции счете за электроэнергию указывает вид услуги как коммунальную по электроснабжению, но ни разу не именует себя исполнителем этой услуги. Причина может быть и на виду. Словосочетание «исполнитель коммунальной услуги» длинновато, оно сокращается для экономии места в платежном документе. Но речь ведь идет о деньгах, о платежных документах бухгалтерского учета. Здесь каждая буква и знак препинания жестко регламентируется с кодексами, законами и нормативными правовыми актами. Все указанные ресурсоснабжающие организации являются поставщиками коммунальных ресурсов управляющим организациям, ТСЖ. Их отношения с потребителями коммунальных услуг, собственниками и нанимателями помещения в МКД регулируются договорами, которые должны заключаться в соответствии с требованиями Жилищного кодекса и постановлений правительства Российской Федерации, приказами Минфина и Минстроя Российской Федерации. Малейшие затруднения в ответах на вопросы, подобные заданному мною, вынуждает обратиться к правилам, инструкциям и методическим указаниям федеральных органов исполнительной власти. Раз сомнение в верности очевидного вроде бы ответа на вопрос появилось, заглянем в Жилищный кодекс Российской Федерации, приказ Минстроя России номер 43 об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления коммунальных услуг, правила предоставления коммунальных услуг собственниками и нанимателей помещений в многоквартирных домах и жилых домов, правила обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами. Далее буду называть их приказами номер 43, правило 354 и правило 124. В правилах 354 и 124 в пунктах 2 находим определение. Исполнитель – это юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющий потребителю коммунальные услуги. Коммунальные услуги – осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или двух и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных настоящими правилами. Потребитель – собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением
потребляющие коммунальные услуги. Ресурсоснабжающая организация. Юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющий продажу коммунальных ресурсов, отведение сточных вод. Часть 1 статьи 157.2 Жилищного кодекса устанавливает, что при управлении многоквартирным домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья, коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме предоставляется ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с ТКО в соответствии с заключенными с каждым собственником помещения в МКД, действующим от своего имени, договором, содержащим положение о предоставлении коммунальных услуг, договором на оказание услуг по обращению с ТКО в следующих случаях. Первое. При принятии общим собранием собственников помещения в МКД решения, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 Жилищного кодекса. Второе. При прекращении заключенных в соответствии с требованием, установленным правительством Российской Федерации, между управляющей организацией и товариществом собственников жилья, региональным оператором по обращению с ТКО, соответственно, договора холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления в части снабжения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещения в МКД, договора на оказание услуг по обращению с ТКО вследствие одностороннего отказа ресурсоснабжающей организации, регионального оператора по обращению с ТКО от исполнения договора ресурсоснабжения, договора на оказание услуг по обращению с ТКО по основанию, предусмотренному частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса. И третий случай. Если между собственниками помещений в МКД и ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с ТКО заключены договор, содержащий положение о предоставлении коммунальных услуг, договор на оказание услуг по обращению с ТКО на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные услуги при изменении способа управления многоквартирным домом или выбора управляющей организации. Ни одно из этих трех случаев ни к одному многоквартирному дому в городе Канаше не относится. Ни одно общее собрание в МКД, управляемых управляющими организациями, до утраты силы части 7.1 статьи 155 Жилищного кодекса не принимало решения, в соответствии с которым собственники и пользователи помещений в них могут вносить плату за коммунальные услуги непосредственно МПУК ЖКХ, ООО «Водоканал», ООО «Каналсеть», Канашское МРО АО ЧСК. Более того, в 2017-2020 годах до сих пор ни одно общее собрание в многоквартирных домах города не принимало решение, соответствующее формулировкам пункта 4.4 части 2 статьи 44 и части 1 статьи 157.2 Жилищного кодекса. В решении о заключении так называемых прямых договоров не указаны ни конкретные ресурсоснабжающие организации, ни сроки начала действия договоров. В абонентских отделах ресурсоснабжающих организаций и в офисах управляющих организаций
И сегодня невозможно ознакомиться с типовыми договорами предоставления коммунальных услуг непосредственно собственников помещений, утвержденными правительством Российской Федерации. Ни в один договор управления многоквартирным домом не внесены изменения круга обязанностей и прав управляющих организаций, собственников и пользователей помещений, связанных с переходом к предоставлению коммунальных услуг непосредственно ресурсоснабжающими организациями и региональным операторам. Следовательно, МПУ КЖКХ, МУП «Водоканал», МУП «Каналсеть», Канашское МРО АО ЧСК, ООО МВК «Экоцентр» не имеют законных оснований именоваться исполнителями, предоставляющими потребителям коммунальные услуги непосредственно собственникам помещений даже в просторечии, не говоря о платежных документах, счетах. Все договоры этих РСО с управляющими организациями, дополнительные соглашения к ним, содержащие положение о предъявлении платежных документов собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах, приеме платежей за коммунальные услуги не управляющей организацией, а непосредственно ресурсоснабжающими организациями по своим платежным документам, являются в соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами Российской Федерации оспоримыми. Собственникам помещений, участникам общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах при голосовании по вопросам повестки дня, сформулированным с явным нарушением части 1 статьи 157.2 или частей 5 и 6 статьи 155 Жилищного кодекса, следует иметь в виду указанные выше доводы. О конкретных нарушениях требований приказа номер 43 и последствиях этих нарушений для собственников и пользователей жилых помещений в МКД постараюсь подробнее изложить в следующий раз. Всего наилучшего.